Читаем парламентскую газету от 7 июня 2018 года под номером 21. Статью «Кто виноват в росте цен на бензин?». Парламентарии подозревают нефтяные компании в картельном сговоре. Всю прошлую неделю ценники на российских заправках росли. В большинстве регионов стоимость бензина и дистоплива преодолела психологическую отметку в 40 рублей. Ситуация на топливном рынке вызвала серьезную обеспокоенность депутатов. А сенаторы считают, что исполнительные власти попросту не замечают признаков картельного сговора нефтяных компаний. Как заметил в беседе с парламентской газетой первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, цены стремительно растут не только на бензин и дистопливо, но и на авиационный керосин. Из-за этого дорожают товары, в стоимость которых заложены топливные расходы. Больше всего страдают аграрии, ведь начинается посевная кампания. Сельхозтехника выходит в поля, а заправлять ее становится все накладнее. В среду эта проблема была поднята на пленарном заседании Совета Федерации. Его председатель Валентина Матвиенко призвала исполнительные власти повлиять на ежегодные скачки цен. На заседании было решено направить официальные письма в Минэнерго и Минсельхоз. Пусть внятно ответят, как они собираются влиять на ситуацию, подчеркнула Валентина Матвиенко. На прошлой неделе правительство поручило Минфину подготовить законопроект о снижении акцизов. По мнению Сергея Калашникова, сейчас делать шаг назад поздно. Это никак не повлияет на снижение цен. После скидки стоимость топлива может упасть на 2 или 3 рубля, прогнозируют эксперты. Примерно на эту сумму бензин успел подорожать с начала года. Но нужно учитывать, что закон Минфина будет готов не раньше 1 июля, а до этого момента цены продолжат повышаться. Ситуация крайне непонятна и неприятная. То, что произошло в последнее время с ценами на бензин, это ненормально, оценил положение первый заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Сразу несколько парламентариев сказали парламентской газете, что основополагающим фактором стал рост цен на нефть. Топливным компаниям на данный момент выгодно большую часть своей продукции отправлять на экспорт, чтобы получать большую прибыль. А раз на внутреннем рынке остается меньшая часть, то при примерно том же спросе цена растет, пояснил первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров. В России действуют рыночные формы хозяйствования, из-за чего регулировать экспорт достаточно сложно, отметил сенатор. Впрочем, когда речь идет о таких социально значимых товарах, как бензин, то государство не может стоять в стороне, согласился он. К слову, бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее призвал повысить экспортные пошлины на нефть, ввести акцизы на экспортируемые нефтепродукты и прекратить практику возврата НДС экспортерам. Больше всего вопросов у парламентариев к Федеральной антимонопольной службе. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уже направил в адрес этой службы и Минэнерго депутатский запрос с просьбой обосновать рост цен на бензин. В своем обращении он также просит рассказать о мерах, которые ведомство намерено предпринять для стабилизации рынка. Еще один депутатский запрос в скором времени придет в ФАС от первого зампреда Комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских. Нужно, чтобы антимонопольная служба затребовала необходимые документы от всех крупных игроков и разобралась, насколько обоснованно повышались цены, считает он. Сенатор Сергей Калашников ставит вопрос к ФАС по-другому. Налицо картельный сговор, который, к сожалению, наша антимонопольная служба не видит. И основное решение – это заставить ФАС выполнять свои прямые обязанности. Это чистой воды недостаток работы ведомства. Статью подготовила Марина Третьякова. Специально для рубрики «Читаем газеты» Марина Баринова.